Приветствую всех телезрителей программы «Фарна Хабарта». Сегодня у нас долгожданный гость, народная артистка нашей республики, заслуженная артистка России Светлана Медоева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Первый вопрос у меня такой. Вообще вы в курсе, что вас в народе называют наша осетинская Алла Пугачева? По-всякому называют. Вообще как к этому Спасибо. относитесь? Она моя любимая, я у нее многому научилась, конечно. У нее очень много положительных качеств. Обычно все обращают внимание на какие-то отрицательные. Мы все несовершенные, но я от нее питаюсь. Она мне очень нравится. Она вообще умница большая, конечно. В одном из интервью Алла Борисовна, я лично слышала, она говорила, что в детстве даже мечтала быть балериной, но получилось так, что она стала петь. Ваша профессия, вы уже предопределена была? Вы с самого начала хотели видеть себя Как, артистом? наверное, Раневская сказала, профессию меня сама выбрала. Да, потому что я в детстве, я много об этом уже говорила, как я стала, и много писали обо мне бы так не хотелось это все повторять. Я потом это поняла, что я играла в театр. Понимаете, это с прошлой жизни. И есть миссия. Каждый, приступающий к жизни на земле, наделен искрой просвета и понимает, какой груз на себя принимает. И вот с этой искрой Божией человек идет по дороге жизни, выполняет ту миссию, ради которой послан на землю. Мне кажется, что моя миссия пребывания на земле – это воспевать боль и радость своего народа. То есть служить мельпомене. Я служу честно. Как это у меня получается, судить, конечно, не мне. Но и есть не всегда собственная программа жизни тоже осознается в начале пути. Взять мать Терезу, она в 56 лет установила, ради чего она пришла на эту землю. Будучи благополучным человеком, она однажды увидела, что мир совершенно равнодушно взирает на муки тех, которые умирают в нищете, и сказала: неужели люди так жестокосердны? И таких примеров можно привести очень много. Наверное, самая главная миссия – это проповедовать сознание Бога, дойти до лотосных стоп Господа. Своими песнями? Я это то же самое делаю. Я проповедую, потому что когда мне говорят, почему твои песни становятся хитами? Сейчас это модно говорить. Почему? Потому что я выношу любовь, что бы я ни пела. На мой взгляд, если душа исполнителя и дух песни сливаются в гармонии, тогда единство духа песни и души исполнителя уносит певца к вершинам творчества. А это божественно. И это божественное слияние рождает во мне стремление и желание петь. Потому что театр, а в театре не всегда тебе дают роли. Это не касается того, что у вас... Нет, у меня есть свои принципы в театре, о чем я не жалею. Я очень люблю свою профессию и... Если говорить о прошлом, мое личное мнение, то раньше, я так думаю, была одна Светлана Медоева. Ни голос не спутаешь, ни внешность не спутаешь. Сегодня на эстраде очень много исполнителей, очень. Я их, честно говоря, даже порой и имен-то и не запоминаю. На ваш взгляд, что сегодня не хватает сегодняшним исполнителям? Может быть, что-то, я не знаю, может быть, как-то вы бы даже посоветовали или подсказали? Вы понимаете, в чем дело? Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что сегодня другие ценности и идеалы. И молодежи очень трудно ориентироваться, хотя возможностей и размаха намного больше. Очень много талантливой молодежи. Я их вижу. И они пробьются, и станут они популярными певцами, актерами. Но единственным недостатком, я считаю, что они хотят все и сразу. Так не бывает. Если они сразу становятся звездами, тут же они падают. Фундамента нет. Они не хотят понимать, что популярность, как и авторитет, приходит не сразу, а шаг за шагом, день за днем, понимаете? И только упорной, целеустремленной работой можно стать любимцем публики. Но первым долгом должна быть милость Господа. Я процитирую Пушкина. У Бога, конечно, всего много, но Он взаймы не дает никому, а дарит, кому захочет. Одним из счастливчиков оказалась я из Моздокского района, села Веселого. Он мне подарил талант, а талант
самый прочный фундамент для творческой личности. Талант – это штучный товар. И я бы не хотела быть ширпотребом. Почему я говорю ширпотребом? Потому что работа над каждой песней – это не только время, но и огромные душевные, эмоциональные силы, не говоря уже о моральной, тем более материальной стороне. Я не могу песню спеть ради того, чтобы спеть. Я должна выстрадать эту песню. Вот полуфабрикаты я ненавижу. Это нужно через себя пропустить. Как вот подход как к роли, к образу. Понимаете? То же самое. Если зритель не хочет жить после твоего исполнения, взлететь, что-то он должен хотеть, понимаете? Он должен, в конце концов, умереть от счастья. Или вместе с тобой должен петь, или что-то, или плакать. Или должно быть, понимаете? Если это не происходит, то очень сложно. Вот мой любимый Газданов все время говорил и говорит, что он меня сделал звездой. А других звезд пока я не вижу, пусть меня простят. По моим песням они шагают. А мне даже бывает где-то обидно, потому что если человек сам, если есть чувство собственного достоинства, мы же гордый народ говорим, да? А где нужна гордость, они исчезают где-то. То ты возьми сам или сама там сборник, да, и вынеси. Дахи хулфай куама шой нахашта, маса куама давай феку шой. А когда уже копируют, вот как начали присваивать мои песни, мне даже бывает очень неудобно, да кто вынесла эту песню? И что я слышала по вашему коммерческому? Мне даже неудобно, уважаемая певица. И все время утверждает, что она вынесла. Кто? У меня, во-первых, зафиксировано, у меня кассеты, премьера, где тот раз мне букет, где... А потом, значит, это тоже запел по-другому воложанин. Заплатили или ранний склероз, я не знаю. Но я хочу сказать вот что. Женщине все время говорили, твой муж изменяет, у него столько любовниц. И она говорила, что право первой ночи все равно остается за мной. Так что правом, как бы меня ни копировали, ни присваивали, и клипы снимают на мои песни, без моего ведома, право первой ночи осталось за мной. Ну, я думаю, здесь зрители... Право первой ночи осталось за мной. Я повторила нарочно. Вот так вот. Вот меня многие копируют, да? А вот что нужно прокопировать во мне, это они не копируют. Вот философию я имею в виду. Вот зритель и актеры, да, аплодируют. И актеры всегда, это от незнания идет, присваивают это все себе, понимаете? А ты должен благодарить Господа. Кому? Говорю, ничего себе. Господа, конечно же. Господа, только Господа. Я неправильно говорю. Только Господа, понимаете? Я вообще нету. Я, видите, даже в алфавите самая последняя буква. Я нету. Это нам так кажется. И вот мне за милость я благодарна Господу. И благодарю, потому что мне Он помогает. Помогал, это тогда раньше я не знала, а сейчас и я хочу эту любовь дарить всем людям. Я так хочу, чтобы многие проснулись. Вот для вас важно, чтобы полный зал был, или вы можете сыграть даже и спеть для одного человека? Вы знаете, трудно найти правителя, который продержался бы у власти дольше, чем Александрина Виктория, английская королева. Она из 84 лет, 64 года была у власти. И вы знаете, как она сказала? Важно не то, что люди думают обо мне, а важно то, что я о них думаю. Я бы такое даже в мыслях не позволила, потому что народ, это мой барометр моего творчества. И я не позволила бы, если ко мне не приходят,
но я не хочу оскорблять, которые приходят и выклянчивают там свои билеты, предлагают. есть же такое. Ну, не могу я его, ну, что делать? А что творится с Ну, нашей видимо, это момент выживания, я не знаю. Я не могу себе этого просто позволить. Но, конечно же, как я сказала, я поклоняюсь, я очень люблю своего зрителя, потому что они меня сделали Светланой Медоевой. Я это все время и в своих песнях, и на концертах благодарна. Ну, раз мы заговорили о молодежи, да, очень много молодых людей сейчас уезжают из республики, пытаются как-то свою творческую жизнь, ну, наладить за пределами, да, и в Москве. У вас тоже в свое время была возможность уехать. Вы этого не сделали? Да, я это не сделала, потому что у меня были причины. Это моя дорога, я должна эти испытания пройти, которые я прошла и прохожу. И я за все говорю спасибо, что бы со мной ни случилось. В чем проблема сегодняшней остинской эстрады? И эстрады, и искусство. Я скажу, как я знаю. Я никому ничего не навязываю. Сейчас идет век деградации, лжи, лицемерия, раздора, войн. Вот, понимаете? И это сказывается на всех и на нас тоже. И на искусство, естественно. Идет деградация. Вы же видите, что происходит в мире, да? Частичное разрушение, и в то же время новое крепление и так далее. Мы, как все, с рождения хотим почета, чтобы нас ценили и так далее, понимаете? И им тоже хочется, чтобы взлет какой-то был, понимаете? Особенно молодежи, извините, они очень... Амбициозные. Я иногда им завидую, да. Ну, не знаю. Ну, век такой. Я же вам объяснила. Вот идет и в театрах. А как звания эти дают? Как я эти звания получала? По 3 спектакля. Ферма-то мало, ходят. По 3 концерта давали. Балаев Рухшагот, Балаев Дарыди, поэты с нами бывали. Это раньше вот так было, да? Да о чем вы говорите? А сейчас никто ничего никуда, зритель, да. Но я им не завидую. Я благодарна, что у меня были такие встречи. Вот маленький зал, да, у них перерывчик. Здесь они жарят для нас или для себя картошку или там, не знаю, мясо. А здесь мы и можем и смеяться вместе, и плакать. Тогда же не было. Я горжусь, что я не по фонограммам стала Светой Медоевой. И вот когда говорят, вот у него, говорит, живой звук был, или у нее был живой звук. Я всю жизнь пела живем, концерты, никаких фонограмм, под гармошку. Можете вспомнить, вот какие-то были ваши самые любимые роли? Ты знаешь, вот я роли все свои очень люблю, честно тебе скажу. Я очень люблю даже эпизоды. Люблю больше, чем эти песни. Хорошо, а сложная роль самая? Вот сложная. Я в молодости больше играла старух. Да, как я не принесла свои эти... Ты бы меня не узнала. Самая сложная роль была первая. Это Арзета Бекузарова мне дала. Дон Бернарде Альби Мария Хосефа. Да, старуха, Туменовой мать, которая в конуре, вот где собаки бывают, Йордыгаю, Ратахтан. Сложность была в чем? Вот она была Возраст, я характерная роль, да. Но я очень люблю характерные роли, да. Вот сейчас последняя работа моя была «Доходное место» Островского. Московский режиссер приезжал, Попов. Я там Кукушкину играла. И я думала, он меня похвалит, и я приношу дочке матери, там же тоже у Царева играла большую роль, старуху. Я думала, что он меня похвалит. Я говорю, посмотрите, какие роли. Да вам не старух надо играть. Не надо. Да, ну, я характерные роли больше люблю, честно говоря. О чем-то болит душа, вот о чем хочется сказать, сердце, может быть, о чем-то болит? Вот. Театр, да, это боль, по-моему, не только моя, но и всех, и зрителя. Но я не знаю, в театрах не только у нас, но
мире и падения бывают, и взлеты бывают. Но у нас сейчас у каждой нации, у каждого человека, даже вот нашего театра, есть своя карма. И вот эта карма, наверное, вот эту карму мы должны, наверное, пережить. Опять выпало Ну, на да. сегодняшний день тоже. Да, Театр. да, ну что делать? Вот что делать? Вот я бы промолчала, как Максим Горький не любил публично выступать. Он говорил, я сегодня не скажу, лучше завтра напишу. Я шла с таким этим, что я про театр будут спрашивать, я только вот это перефразирую. Я сегодня не скажу про театр, лучше завтра вам спою. Хорошо. Я, конечно, готовила концерты, готовлю, но больше мой концерт будет состояться из отрывков спектаклей, так как я все выжидала, что все-таки мое начальство поставит для меня спектакль. Я актриса. И мой концерт тоже будет называться «Аж артиста». Ну, не Оставлю... юбилейный будет. Не, я не люблю эти слова юбилейные. Я люблю отработать, итог подвести. Понимаете? Больше я вот эти празднования, вот эти расслабления я не люблю. Я их делаю тогда, когда мне это хочется. Понимаете? А все это для меня сейчас... Не признавала я день рождения и не признаю. Но внук у меня родился в мой день рождения. Вот теперь мне придется, конечно... Отмечать. Да, ну как вот, ангелочек маленький, ну как не отмечать, мой золотой. Да, Давидик. У меня вот такой вопрос. Мы недавно отметили праздник 9 мая. У вас очень много песен, посвященных этому Да. дню. Есть вот песня «Маталты в Фазахшт». Да. Очень люблю ее. Есть, вы поете песню о 7 братьев Газдановых. Да. Я честно вам скажу, вот вы ее когда исполняете, я не могу сдержать эмоции. Не могу. Они вот выходят наружу. Вам самой не сложно петь? Нет, это как роль. Вот мы когда были в Цхинвале, театр был в Цхинвале, мы поехали в село Хитогорово. Я смотрю вот это на разрушение, вот, ну, после войны. Никто не знал изучать, даже кто вел музыку, никто ничего не знал, с чего я начну. Вдруг я запела вот эту песню. «Хашт куфасиш отсыма, камыштут, валажан калма вамкашен, шаушидет учи жены вакацу, фалава куттынг фандет сарен, мадалты фазахшт, макувал ватхашт, вазыма харыгон фалтарма бажона хашты сахаруи, башахта макабулты камдар». Ну, вы сама личность очень такая многогранная, я это вижу и знаю, но вот вы сами что больше всего можете оценить в человеке? Ну, как все начинают говорить преданность, преданность. Ну, кто не любит преданность? Все мы любим преданность. Но я хочу сказать другое, мои дорогие. Мы все с рождения мы выносим качество вожделения, гнев, жадность, гордость, высокомерие и зависть. Вот с этими качествами мы рождаемся. И у всех они бывают. Но смотря с какого тела ты пришел, понимаешь? И все это у нас бывает. Если мы сами все живем в иллюзии, так что у нас склонность к обману, у всех. Когда начинают мне говорить, я не завидую, это неправда. Из-за зависти мы пришли на эту землю. Да, мы завидуем. Это качество у нас есть, но над ними надо просто работать. Работать, ну, это уже другая ваша передача будет, я с удовольствием. Бывает так, что со всеми с нами могут поступить в жизни несправедливо. Бывают такие ситуации. Вот часто у вас они возникают, и что с вами поступили несправедливо? На каждом шагу это все повторяется, об этом даже, если перечислять, это жизнь. Это вот я сейчас говорила об этом. Много раз поступали
Я сейчас не могу сразу вспомнить, но все время дар, все время дар. Особенно сейчас, знаешь, что происходит? Вот мне начинают говорить, вот подлость мне сделают, да, улыбаясь, все, да. Ну ты же верующая, что ты ничего не скажешь. Ну разве так можно? Змея подползает к мудрецу, плачет. Меня, говорит, люди хотят убить. И мудрец говорит, я тебе, говорит, помогу. Иди, говорит, и возлюби всех. И через некоторое время еле опять. Что опять с тобой? Говорит, а меня все равно хотят убить. В общем, швала-то моя казила и автокажет-дышты. Понимаешь? И мудрец говорит, дам, капюшоном, говорит, хоть бы это. Шуф-шуф там кутаешь до капюшона. Так что мой капюшон иногда бывает очень... Открывается. Ой, да. Ну, то есть, вот Я люблю откровенно. Я что хочу сказать, я лучше скажу, вот как сейчас, чем я буду говорить за кулисами. Я такого склада человек. И это многим не нравится и в коллективе. Хоть считаются, но все равно не нравится, когда я им молчать говорю. не нужно, да, в ситуации, если тебя ударили по правой, подставлять? Нет, нет, лучше сказать прямо, чем там вариться внутри. Я так думаю. И по писаниям тоже так же. Ну, многие актрисы, певицы, творческие люди, они даже иногда себя пробуют в качестве, на телевидении, в качестве ведущей, да, если вы никогда не думали о том, чтобы вести какую-то программу, если да, то о чем бы она была? Вести программу? О, я бы повела, если мне разрешат. Я бы с удовольствием. Что бы О это было? Боге. Да. То есть религиозная тема. Да, а что? Нам не хватает духовности. Да. И немножко бы вот азы преподать, вот, если бы вы знали, как это интересно вообще. Это, в общем-то, арийская культура, наша культура, так скажем. Ну, что было бы в этой программе? Вы просто сами бы о чем-то рассказывали? Нет, у меня и сама, у меня есть, которые Люди, которые- могут люди, конечно, из Москвы приезжают, я экзамены сдаю. А я вас вижу все-таки, знаете, в какой-то женской программе. Не знаю, мне кажется, вот вы женщина от и до, настоящая. как Знаешь, она я бы вот повела эту программу, если бы мне дали роль женщину, мать мира, которая бы сплотила все народы. Понимаешь, вот как в 9-й симфонии Бетховена о равенстве, братстве. Это такой титанический замысел 9-й симфонии. А это значит выразить в звуках вселенскую идею братства и дружбы людей всего мира. И чисто инструментального звучания было недостаточно. И в финале композитор дает текст из оды Шиллера и солистам, и хористам. Понимаете, как интересно? Вот такой бы драматический спектакль, мать такой сыграть, хотя бы хоть бы на сцене. Я бы хотела. Женщина какая должна быть? Женщина должна быть актрисой. Жизнь? Женщина должна воплотить в себе и королеву, и звезду, и Афродиту, и тигрицу, и должна быть и ласковой, и нежной, и уступчивой. В общем-то, она должна быть любимой. И интересной. Вот тогда она госпожа. Но при всем при этом, конечно, она должна быть личностью. Написано, и нужно служить как Богу. Это высокая философия. Этому можно научиться? Нужно. Всегда Не нужно можно, а работать. нужно. Конечно. Без этого, это как без знаний, это очень сложно вообще, особенно сейчас, в Векале, понимаете, очень. И поэтому эти знания нам дают, чтобы нам было легче где-то. Да, вот вы добились, да, вы в жизни, в принципе, очень многого добились. Вас знают, вас любят не только нашей республики, за пределами республики. Вы сейчас, вот оглядываясь назад, можете сказать, что сделал что-то и оставил, и уже твое имя звучит
Или нужно продолжать работать? И я забываю про все это. Шлейфка, нет, не надо это носить. Вот я начинаю с нуля. Я не могу. Да, конечно, зачем? Это оставлять нужно там. Багаж оставляй. И заново начинай работать. Конечно. Ну что вы? Вот я буду ходить, вот я это сыграла, вот это я спела, а вы меня не знаете, кто я такая? Я такой никогда не позволила. Когда мне говорят: Света, ты извини, я тебя не узнала. Да ради бога, я говорю, а что вы говорите? Все-таки, мне кажется, секрет успеха, значит, вот в этом какой-то секрет. Ну, нельзя останавливаться на сделанном. Искусство – это процесс, это движение вперед, а стоячая вода бывает непригодным. Ну, о чем вы? Конечно, процесс это. Я искала, я много читала, и Рерихов читала, и книги искала. Тогда было очень-очень сложно. Но я скажу один секрет. Валерия Вячеславовна, еще когда я только начала общаться с Хугаевыми, она мне сказала: Света, читай Библию 16 строк. Я читала, но я не понимала. Я на юбилее обо всем этом говорила. На юбилейном вечере я на колени перед ней встала. И я ей говорила, я говорю, я не понимаю эти 16 строк, что они. Ты все равно читай. И я ей говорю, Валерия Вячеславовна, я сегодня читаю намного больше. И благодарна единственной женщине. Я на колени встала перед ней, да. Я стараюсь без иллюзии анализировать свои поступки и так прогрессировать. Честны сейчас в плане отношения своего пола, не лукавите, да? То есть, вот Ну, я стараюсь, мой золотой, я стараюсь. Нет, я стараюсь быть, но все не получается. Если мне надо по принципу 16 кругов прочитать, мантры, у меня иногда не получается, я ночью читаю. Если не получается, я прошу прощения. Вот уходила, у меня алтарь. Да, и книги. Самое главное, у меня духовный учитель. Это единственное наше спасение, чтобы вы знали. Я бы просила прощения у людей, если когда-нибудь я принесла беспокойство кому-нибудь, пусть они меня простят. вам есть за что у них прощение попросить? А у всех есть. У детей, может? Даже человек не так подумает в мыслях, это уже грех. Это уже сделал ты это, не сделал, совершилось это, не совершилось, это все равно грех. Тяжело жить по заповедям, когда большая часть мира живет против них. Да, а что делать? А мне это помогает в моей жизни, помогает мне выживать в этой жизни. Но я верю точно, другой жизни у меня нет. И хотелось бы, чтобы вот служу честно мельпомене, и хотелось бы, чтобы дольше я прослужила, и чтобы побольше дарить любовь народу. Для вас какой должен быть мужчина, какие качества вы цените в мужчинах? И вообще в вашей жизни? В вашей жизни был такой, встречался, есть, может быть? Голова моя гордо поднята, и нет в моих глазах просящего взгляда женщины, которая цепляется за уходящее чувство мужчины. Не в его глазах я ищу оценки себя. Мою ценность отражают глаза тех, кому я даю богатство своего творчества, ума, души. Как хороша жизнь. Жизнь в работе, в преодолении, в успехах и даже в трудностях. Хорошо просто жить. Я улыбаюсь жизни и не боюсь ее. Улыбайтесь побольше, дорогие друзья. Хочу пожелать жителям нашей республики добра, счастья, здоровья, чтобы хватило сил жить, трудиться,
во имя нашей маленькой Осетии. А самое главное, желаю всем любви божественной, чтобы могли вкушать нектар этой духовной любви. Я вас очень люблю.